Как заболевание наркомания получила широкое распространение в XVIII веке. В России эта беда пришла в XIX – начале XX века. По словам специалистов, наркоманом может стать любой. Надежда на то, что «я сильный, попробую и больше не буду», не оправдывается. Никто не начинает употреблять наркотики, чтобы стать наркоманом. Все начинается с первой пробы. Достаточно 1-3 доз, чтобы сформировалась психическая зависимость. Затем и физическая. Организм наркомана изнашивается за несколько лет. Большинство, которые состоят подростки на учете, употребляют новые наркотики, это соль, называют их в народе, скорость называют, потому что они действуют очень, скорость действия привыкания очень большая. С одной дозы можно получить тягу и зависимость на всю жизнь. И также употребляют подростки спайсы. Но они чем очень опасно, они химия, синтетика, это очень такие новые наркотики, это синтетическим путем делается, химическим путем, и они очень губительно действуют на организм, в первую очередь разрушают клетки головного мозга и весь организм. И большинство у нас, которые умирают, это наркоманов, они истощение организма, это разрушается печень, все наши органы. Представление, которое подготовили учителя и учащиеся 12-й школы, демонстрирует весь ужас, с которым сталкивается семья наркозависимого подростка. По словам актеров, главным было показать жизнь, заставить юного зрителя задуматься, а мог ли быть другой финал? Можно ли было спасти Романа, как вести себя, если у тебя друг наркоман? Также актеры хотели показать трагедию матери, чьи дети стали наркоманами. Они надеются, что это представление послужит уроком всем, кто легкомысленно относится к наркотикам, не считаясь с опасностью, которая от них исходит. Несмотря на то, что у ребят сегодня был дебют, они добросовестно подошли к спектаклю. В учебных заведениях подобные мероприятия, направленные на профилактику наркомании и других пагубных явлений, будут продолжаться. Но какой бы ни была благополучной семья, никто не застрахован от этой беды. Поэтому родители должны быть всегда в курсе жизни своего ребенка и в случае первых признаков появления недуга своевременно принимать необходимые меры. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Радмир Сингулов, Гульгина Расхидина, телекомпания СТВ.